Так. Мелхи Бухарз, валейкум ассалам варахматуллахи баракату. Аук даем на связи. Фрида Маршал Нохчи Маршвойл. Валейкум ассалам варахматуллахи баракату. Шуга ищевер. Шуги чахас хейтер мадерсуна. Сажим хане ясала связи вялирсо. Напцан хуман собол яшашусо. Валейкум ассалам варахматуллахи баракату. Шудо марш, деле маршал. Шун ювазвон. Hoş kuat. Şu nanzo bert dani şu bo yuvaзвон ba ha der suets bert bahal dat so bertan reza u asevan mal ra ta delah kuir shkoman oeliash na khsa bert ba atkul вот так цун дерасун yuwazma u wasabos masal dikne gutsa bos برت بيشا وأصدقائنا دوش تجاد إدو برت خلش خزا دو برت خلش دال طولم لا сейчас секунду. Так, люди уже собрались. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Приветствую вас всех. И отвечаю на ваше приветствие. Ва алейкум ассалам варахматуллахи вабаракату. Как я тут уже сказал, появилось чуть время, поэтому хотел выйти в эфир. Может что сказать, может ответить на вопросы какие-то. Ва алейкум ассалам варахматуллахи вабаракату. Нальчик, здоровье? Здоровье отличное, спасибо. Алан, рад тебя видеть, брат. Тоже приветствую. Смирнов, нет, ну тут спрашивает, Анзор, это стрим только на чеченском? Нет, просто начало было на чеченском. Тут знакомые наши братья зашли, поэтому я им отвечал на чеченском. А так, да, как всегда, я говорю на русском. Это не мой родной язык, но я прекрасно понимаю, что люди, которые сюда заходят, некоторые из них не понимают, не знают чеченского. Поэтому я говорю на русском языке. Сан Саныч, вала, но доб чва барт боч дер барт сахалча беркат саху тақдал бох шдуйк барт бия бох барт масанахал биш вахач вахахал биш бу арахал биш бу нацахал бизи قوم يوахал бизи خلج خزدو خلج ديك таинца сар малра ديلا قويرش خلچا قومان ويلياش خلچا تا وقل تا دق خمش ويدوش خلچا يبرت بخل دات قيهم دات سا شيتو ام جنا شيتو ام لينا ويقوموا أتخمن ويلنا برت بمجردر عبد الله مواهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ريس خير سوى شادك ديد والحمد لله. Так, ногти мох кант
Анзор Аллах иман чадуэрха Аллах стойкость твоего он. Продолжай, брат, и не отступай. Вы ядали, за он отступайте. Вы им дидаться. Дела даться бэлмула. Allah resursos. Абдулла Магомедов, валейкум ассалам, брат. Насчет Тумсо, я вчера тоже говорил об этом. Я ничего добавить не могу. Так, у меня сжатая информация есть, но и это даже озвучивать не имею права. Потому что люди, которые мне эту информацию передавали, то есть сказали, что чтобы пока это было в секрете, скажем так. Ну, опять вопрос про Тумсо. Ну, то, что я знаю, что Тумсо жив, иншаллах. Мелхи Борс. Это вопросы провокационного характера, да, блокирую сразу. Даймох Чарим. А какие нельзя вопросы? Почему? Можно любые вопросы. Ты имеешь право задавать любой вопрос. Это твое мнение. Так что пиши. Мое право это ответить, проигнорировать или сказать извини, я не могу ответить на этот вопрос. Так, кто-то опять спрашивает насчет Тумсо. Ну, я уже ответил. И еще один вопрос насчет Мавлади Удугова. Я не знаю, вот, честно, не знаю, где он, чем занимается, жив, здоров или вообще полностью информации у меня нету по этому поводу. Так, Нону 95, алейкум ассалам. Насчет высказывания Абдулхакима Ажиева. Я не видел это видео или аудио, не знаю, не читал, не смотрел, не видел. Хухилар совия гуэртен чунобая, а милуют стиш, милуют еши. Совия гуэршек. Subscribe and like. Добрый вечер. Маш Дойл вот пишет мне, а где вы сейчас находитесь? Ну, в любом случае недалеко. Я всегда рядом и буду рядом. Вот. Так что недалеко. Если есть еще какие-либо вопросы, то уже можешь задавать. Про местоположение я уже сказал. Валейкум ассалам. Так, сталкер 85. Салам передают от банды Фархада. Ну, ты, скорее всего, про Фархада норвежского, да? Валейкум салам, брат. Василий Долтрев, добрый вечер. Так, наконец-то в эфир попал. Как здоровье? Здоровье отличное. Все хорошо, спасибо, рад тебя видеть. Все нормально, алхамдулилlah. Месть, ва алейкум ассалам.
Так, Турок, Анзор, у меня вопрос, что будет с Кадыровым и его окружением после поражения Путина? Если честно, у меня абсолютно на самом деле не беспокоит это существо. А, Аллах всем судья, Аллах ему придется отвечать за все, что он сделал по отношению к нашему народу, к чеченскому народу, а также то, что он вытворяет сегодня по отношению к украинскому народу. И, конечно же, вот все эти жертвы, из-за кого, которые погибли из-за Кадырова, вот за это тоже ему придется отвечать. Но я сторонник того, чтобы этот ответ длился долго. Ну, вы понимаете, о чем я. Брат, ты называешь два имени, и эти два имени, вот так я скажу, я как-то, знаешь, я их даже называть не буду, не хочу об этом даже говорить. Они свое лицо показали, придет время, и мне придется уже сказать все как есть. Я подожду. Валейкум ассалам. Так. С телефона не так уж и легко читать сообщения, но я стараюсь. Спасибо за Василий Долгтрев. Анзор, что вы скажете про Новодворскую? Она здесь довольно хорошо высказывалась о Ичкерии и чеченском сопротивлении. Да, она называла вещи своими именами, говорила правду, и поэтому и за это ее убили, режим Путина. То есть сегодня в России, и как и вчера, да, вот эту правду убивают. Там нельзя ее говорить и иметь даже свое независимое какое-то мнение. За это убивают. Или сажают в тюрьму. Анзор, вот вы говорите, что понесет наказание. А как вы это себе представляете? Ну, как я представляю, все понесут наказание за все, что они делали в этом мире. И за благое, и за плохое. По-любому всем придется отвечать перед Всевышним. И тот, о ком мы сейчас говорим, ну, представляете, что он натворил, скольких он людей поубивал, вот, и представьте себе, какое это будет наказание. Вот, так что всю свою жизнь надо стремиться к лучшему, желать лучшего, желать мира, добра, делать, творить добро, чтобы избежать такого наказания. Алан Азат, Анзор, сегодня видел видео, где за деньги оформляют паспорта Чеченской Республики Ичкерия. Что скажешь? Это развод? Ну, я сразу подойду с конца твоего сообщения. Да, это развод. Я несколько раз говорил об этом. Сегодня никто не имеет выдавать паспорта Чеченской Республики Ичкерия. И те, как бы, в кавычках, паспорта, о которых ты говоришь, это можно назвать сувениром. Я знаю нескольких людей, которые были задержаны на границе и которые получили штраф за то, что у них был вот этот сувенир. Вот что я скажу. То есть этим паспортом нельзя никуда передвигаться, покупать билеты или даже показывать там, если где-то вас остановят. Вот такие вот
в кавычках паспорта. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Спасибо, Степан Бандера. Вам тоже всего хорошего, крепкого здоровья. Вот. Аллаху Акбар. Так, тут уже песни поют. Артур Алекс. Так, сейчас, секунду. Она subscribe and like. Анзор, а вы больше не ходите пить кофе? Ну, если пригласят, то пойду. Что меня может остановить? Вообще-то я понял, о чем ты. Тут была такая тема, в общем. Расскажу я. Как-то избегал, там, не хотел об этом говорить. Знаете, я не люблю выставлять свое. Тут было такое, в общем, такой случай. Пошел Анзор попить кофе. Ну, там, без разницы, с кем я пил, это мое личное дело. В общем, пришли такие, я не знаю, как их даже назвать. В общем, снимали меня, где я сижу и пью кофе. И потом пошли снимать мой автомобиль, на котором я передвигаюсь. И сняли с близкого расстояния, подошли, сняли номера. Потом выкладываются вот эти видео в разных соцсетях. Мол, якобы Анзор пошел и там кофе пил, там Анзор где-то машину припарковал и распространяют это. Вот. Оказывается, кофе пить это харам в кафешках. Я не хочу просто сейчас подробности говорить. Ну, там придется имена называть. Я лучше потом как-нибудь об этом скажу. Вот так вот. Subscribe and like. Кофе пью и буду пить. И никто меня не остановит. Пускай даже попытается. И если ты недалеко, то могу тоже подойти или приехать попить кофе. Вот так вот. Или, кстати, могу... Фруктовый чай люблю. Вот так. Артур Алекс, а как вы представляете будущее ЧРИ? В формате конституции или шариата? Вот что бы ты хотел услышать от меня? Знаешь, я мусульманин, как и вы. Так что я люблю свою религию и никогда ничего плохого не смогу сказать. Поэтому я за то, чтобы мы оставались теми, какими мы являемся, кем мы являемся. Да, мы мусульмане, мы и чеченцы. Вот. Будет шариат, это уже вопрос времени. И мы должны возвратиться к тому, посмотреть, что хотели наши лидеры. Это самые лучшие из нас. Те, которые отдали свои жизни в борьбе против русских оккупантов. То есть надо вернуться, послушать, что они говорили, что они хотели.
Вот. Ну, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вот насчет республики, да, государства, какое мы хотим. Сейчас кто-то там приходит с идеями, что вот должна быть Горская республика, что вот там конфедерация и так далее и тому подобное. Нет. Если мы как-то уважаем наших шахидов, которые отдали свои жизни в борьбе с этим русским оккупантом, и которые воевали вот с этим флагом, флагом Ичкерии, вот, то мы должны оставаться на этой идее и закончить начатое. Начатое, скажем, нашим первым президентом Джохаром Дудаевым. То есть возрождение и завершение в построении нашего государства Чеченская республика Ичкерия. И никто не вправе сегодня менять какие-то имена, символику. Вот. Все должно оставаться так, как было. Только надо продолжить этот путь. Василий Долгторов. Ну, я сейчас не буду читать это сообщение. Да, мальчик доигрался. Вот, буквально пару дней тому назад я передал через одного человека такое сообщение. Вот. И если в нем что-то проснется, такое нормальное, то он должен действовать. Марико, так, Марфа, так, я приглашаю вас на кофе от души. Спасибо, очень приятно. Я не знаю, где вы находитесь. Ну да, кофе не помешал бы сейчас. Куда бы сейчас пойти попить кофе? Рядом. Имя, фамилия. Анзор, почему вы опираетесь только на ваших шахидов? Ведь прошло много лет, люди меняются, и, возможно, у них свои представления о своей будущей стране. Разве вы не будете учитывать... Так, секунду. Разве вы не будете учитывать мнение народа? Я всегда это говорю, надо учитывать мнение народа. Надо спрашивать народ. И надо делать все то, что хочет народ. А вот то, что это было давно, там лет 10 тому назад или 30 тому назад, нет, это наша история. Мы начинали этот путь, как я говорил, объявили, заявили о своей независимости и назвали свою республику Чеченская республика Ичкерия. И именно Чеченская республика Ичкерия нанесла огромный урон российской армии, настолько, что ей пришлось капитулировать. Это было в 1996 году. Вы помните, должны помнить, ну, многие помнят, как 31 декабря 1996 года нашу территорию, территорию Чеченской республики Ичкерия, покинула вооруженная армия вот этих бандитов. То есть русские солдаты с позором ушли. С позором. Вот. И что я хочу сказать, победила Чеченская республика Ичкерия. Затем подписывались договора, соглашения с Российской Федерацией. Пускай они не соблюдали их, но это осталось все в истории.
И эти договора были подписаны с президентом Чеченской Республики Ичкерия, с правительством Ичкерии. Вот. Проблема не в Ичкерии, а проблема в нас. В нас. Насколько мы искренне, насколько у нас чисты вот эти наши намерения, все зависит от нас. Все зависит от нас. Сейчас, секундочку. Очень важное сообщение нужно написать. Так. Да, вот именно, да, зачем изобретать велосипед? Ичкерия сформированное государство, осталось только доработать. Ну, вот я об этом и говорю. Нужно закончить начатое, и все, больше ничего не нужно. Ну да, конечно, до этого надо деоккупировать нашу землю. Мы должны вернуться на нашу землю. Да, я тоже хочу, как и все мы, чеченцы, вернуться на нашу землю. И это обязательно произойдет. Хотят там Кадыровы, не хотят, или Путин, там кто-либо, без разницы, но все будет по воле Аллаха. Все будет по воле Аллаха. Они забылись. Ва алейкум ассалам ва rahmatullahi ва баракатух. Так, Анзор, вот дальнейшая судьба кавказских народов. При ситуации, что многие народы обретут свободу, как это будет выглядеть, как одно целое государство или союз кавказских стран в виде блока. Я не думаю, что это будет одно государство, такое кавказское государство. Может быть какой-то блок, да, с какими-то там договоренностями между республиками. Да, я за это, я за единство на Кавказе, но я хочу, чтобы, как я сейчас буквально недавно сказал, чтобы закончить начатое, то есть построить чеченское государство, независимое государство. Кто-то на рыбалку собрался, Василий Докторов. Да, рыбалка это хорошо. На рыбалке ты отдыхаешь. Ну, я с детства любил рыбалку. Отец тоже любил. Вот. Так что
приезжай в один прекрасный день, порыбачим, вот как ты написал, по местам славы Аслану Масхадова, ну и других наших героев. Я понял, о чем ты. Это ты про видео, которое я тут выставлял, как в 2002 году они ловили форель. Это было в горах, то есть во время проведения шуры, то есть совета, когда собрались наше руководство и командиры. Мелкий борс. Анзор, ты бывал на зимней рыбалке? Да, бывал. Сейчас уже разговор про рыбалку пошел. С детства рыбачил, да, разными методами. С лодки, с берега, с острова, что там еще, да, прорубь, то есть зимой. И даже помню, мне было, сколько лет там мне было, ну где-то лет, наверное, 4, 4 примерно вот так было, как мы с отцом ходили на рыбалку, ну, искупаться. Искупаться на озере. Сейчас, секунду. Пишу важное сообщение. В общем, мне было так, годиков 4, наверное. Отец повел меня искупаться на озере. И там мы увидели вот, маленьких рыбок. В общем, он мне поймал этих рыбок. Вот, я помню, майкой, кажется, чем-то вот так. Подняли этих рыбок несколько штук. Потом мы их положили в банку. И я сижу на переднем сиденье, у меня так в руках банка, я еще дырочки сделал там в крышке. Мы доехали до дома, и рядом с домом был пруд. И он мне говорит, ладно, поигрался, хватит. И иди, говорит, отпусти рыбок в пруд. В общем, отпустил так рыбок. Ва алейкум ассалам. Анзор, я слышал, что недавно умер Хасан Тимирбулатов, телохранитель Басаева. Он все это время был жив, а все думали, что нет. Что скажешь? Да, я Хасана знал еще с первой русско-чеченской войны. Были в некоторых местах вместе, ну, во время войны в горах. Вот. Хасана я, да, очень хорошо знал. Отлично, был отличным воином. Аллах дехал воли, Аллах азат побудется. Массира. Он был еще его адъютантом Басаева. Так, Анзор не в обиду, но вот это начатое может стать как раз еще одной войной, причем самим народом, у которых, возможно, сейчас свои представления. Думаю, это нужно тоже учитывать. Конечно, к примеру, я какой анализ делаю? Я понимаю, я прекрасно знаю мнение народа. Я всегда с нашим народом общаюсь, узнаю это мнение. Народу все это надоело. Народ устал. 2 войны. И сейчас вот это гнет со стороны вот этих пророссийских властей. Типа.
Вот. И все это надоело. Вот эта мобилизация, как убивают молодых парней, гонят в Украину, а там их убивают. Вот, все это надоело. И я знаю, что примерно хочет народ. И не от нас зависит, хотим, будет ли война или нет. Вот там некоторые говорят, вот третья русско-чеченская будет. Не от чеченцев это зависит. Это всегда зависело от России. Россия приходила всегда к нам с войной. И вот эти последние две войны были навязаны Россией. Не мы начинали эти войны. Да, говорили там во время Первой войны, говорили, что вот Россия наводит конституционный порядок, воюет против бандитов. Мы что, были бандитами? Нет, у нас этого не было. Этого бандитизма было больше в России. В любом российском городе было больше, чем на всей территории Ичкерии. Потом началась Вторая война. И вы прекрасно знаете, как она начиналась. То есть Россия опять навязала нам войну. Взорвала в свои дома, обвинила в этом чеченцев. И по сегодняшний день нет ни одного чеченца, который был бы осужден за эти теракты. Это Волгодонск, Москва и другие города. Обвиняли также, что там кража людей, отрезание голов, все такое, и вешали все это на чеченцев. И открыто тогда говорили, вот чеченцев надо убивать, начиная от 10 до 65 лет. Вот. И кто занимался кражами, вот этими кражами и убийствами там, журналистов и так далее. Россия любит всегда упрекать нас в этом, чеченцев. Но за этими преступлениями стоят как раз российские спецслужбы и те, которые на них работали. Я знаю много фамилий, имен, я их тоже называл. Вот. Это специально вот, готовилось к 99-му году, чтобы в 99-м году пришел малоизвестный Путин и заявил там, вот, чеченцы делали это. А потом подрывает дома и начинает войну. То есть не мы ее начинали, а сами русские, Россия. Так, subscribe and like. Ему домой нельзя. Как вы себе это представляете? А что именно? Кто там что говорит? Да, насчет ты не собираешься домой на родину? Ну, собираюсь и поеду. И никто мне не запретит. Ну, я жду. Поеду с народом, с людьми. Вот все люди, которые выехали из республики, это половина численности нашего народа. Вот с ними и поеду, иншаллах. Ва алейкум ассалам. Так, Анзор, можно вопрос про гудермесские события 98-го года? Да, я помню эти события. Принимал такое минимальное участие в этом. В то время я был с отцом. Вот. И прекрасно помню, как все это начиналось, и кто муссировал вот это, и кто хотел бы, чтобы чеченцы начали убивать своих братьев, чеченцев. То есть это было на руку России. И помню, как Кадыров, Ямадаевы подстрекали других, чтобы вот этот конфликт разросся, и чтобы мы начали друг друга убивать. Да, произошла перестрелка, но благодаря нашему руководству и другим людям, вот, которые вмешались в эти события и сделали все возможное, чтобы приостановить это. Вот благодаря им
это далеко так не зашло. Вот. Сейчас мне сейчас уже скоро надо ехать. Вот. Тут писали, Анзор, ты пропускаешь мои смс, поэтому вопрос не видишь. Я не знаю, где я пропустил. Иншаллах, так. Ответил на твое сообщение. Так, валейкум ассалам. Давай представим, что Россия проиграла и стала разваливаться, и вы приезжаете все домой. Народ вас поддерживать. Так, знаешь, о чем я думаю? Ну, я много раз об этом говорил. Вот. Самое главное, что у нас не произошло то, что у нас произошло после Первой русско-чеченской войны. Вот о чем я думаю. Когда была совершена ошибка, когда мы разделились на разные группы, вот, вот что, где мы совершили ошибку. Вот, и надеюсь, что больше таких ошибок у нас не будет. А я знаю, и вы знаете, мы все знаем, что народ хочет. Ну, народ это есть мы, все вместе взятые. Народ хочет стабильности. Народ не хочет, чтобы им управляли, чтобы их посылали там мобилизированных. Они не хотят войны. Они хотят жить спокойно. Они хотят иметь будущее, которого сейчас нету, как бы. Ну, вы знаете, как выживает наш народ сегодня. Так, subscribe and like. Местами не слышно. Ну, я сейчас подъеду, расскажу, как есть. Я не знаю, у меня интернет, пользуюсь этим. Так. Анзор, оппозиционеры России кричат... ой, секунду. Оппозиционеры России кричат, мы закрой так все для и так далее, тому подобное, делившись на долгие годы. Сегодня в России нет оппозиции. Была бы оппозиция, были бы митинги против войны в Украине, было бы многое другое. Вот. Сегодня этой оппозиции нету в России. Ва алейкум ассалам. Так, насчет награбленного. Анзор, как думаешь, награбленные Кадырким деньги и все имущество, купленное им за границей Арабских Эмиратов, вернет Чечня? Конечно, вернет. Все вернет. И вернут народу. Сейчас, секундочку. Алло. Yes, brother. Assalamu alaikum. How are Валикум you? ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулилlah, Саваш. Абдул Малик. Nasıl normal değil? Du прямо эфире ООН, YouTube чуа. Okay, Хавицани okay. чувала чувствуют, они оказывается елушка лок YouTube чуа эфира. Там новая функция сейчас. Yeah, it's a new thing. Yeah, I never tried it. I tried it once, but it didn't work out for me. I have never seen it, you know.
I just I've seen it last time when I checked. I, It's I, recently they changed it. I found it today. So next time we can do it together. Yeah, I think we can arrange it and then do it together, inshallah. Inshallah. It's just I've sent you a message already because I just come back from London. Oh yeah. I was all day driving in London. Is everything okay? Yeah, alhamdulillah, not too bad, Alhamdulillah. not too bad. Alhamdulillah. But we will link up when you finish or tomorrow or so, you know, Okay. and we'll So speak. let's say tomorrow, yeah. Okay, mega. All right then, inshallah, we'll Just speak after. Any there are a lot of things to talk about, so it will be very interesting, I think so. I think so as well. Same. You know when it was last time? Yeah, when was it? 6 months ago. No, come on, not 6 months. 3 Maybe 4 maybe 3 months. 3 months. Yeah, still long time, you know. I remember I was driving a car long distance. Yeah. It was 3 Oh, months yeah, ago. yeah. I remember that. Okay. Are you still live right now? Yeah. I'm alive. Oh, okay. I don't want to disturb you then. Yeah. It's Okay, I'll go live and I'll watch you. Yeah. Yeah, subscribe, how to say it, like and Yeah. donate. Don't forget to like and subscribe. Yeah. No, No worries. listen, and donate. Donation. Okay, and make sure you donate. Yeah. Okay. Okay, I'll try my best. No problem, Digo inshallah. Abdul Malik, del Reis Hill, Okay. Masana, dal eto boel dal berk to you efir. Okay, we'll be in touch. Связи Inshallah. Дупа, иншаллах. Amin, masana. Make sure. Assalamu alaikum. Валикум салам. Masha. Бяхма билаш. Ара вышвар Англир. Тоже канал вышукшон Абдул Малик вышукшон. Что дик вышвар. Так, Манфред Вульф, Анзора, твое имени, Фархаду звонил один ногчик, хотел встретиться с Фархадом, от тебя прислано, он говорил. Ну, Фархаду я писал сообщение насчет этого, он попроси его проверить, да, я ему писал это и предупредил, что с ним свяжутся. Вот. И если что, у него должны быть мои контакты. Вот. Я ему скажу, это мной присланный человек или нет. Спасибо, брат, за информацию. Так, ладно, мои дорогие, сейчас я должен идти. Спешу. Но, иншаллах, скорее всего, может быть, даже завтра я с нашим братом, вот, с кем я сейчас разговаривал, вот, выйду на связь и проведем совместный эфир. Вот такие вот дела. Аллах, рейс Масана. Фархад не может дозвониться до меня. Хорошо, понял. Я тогда свяжусь с ним, иншаллах. Сейчас у меня просто чуть с техникой сложновато, поэтому я не могу как-то с телефона вот это все делать, а также занимаюсь другими важными делами. Вот. Поэтому вот такой у меня вот такая вот причина моего отсутствия. Но, алхамдулилlah, все хорошо. Амин. Аллах рейсхуем. Массу. Добрый вечер. Анзор, рада видеть. Опоздала, жаль. Да, я сейчас собираюсь выходить уже. Я уже почти час здесь. Решил выйти. Вот с телефона. Гано тум сугар хума дуя ки тaqiyat хум дац асхал эллак байн. Tyrannization, ва алейкум ассалам. Соотношение
соотношения, Алис, давай расскажу про свои отношения. Сегодня я не вхожу ни в какую организацию, ни в какие движения, и лица, которых ты сейчас пишешь, такого сотрудничества нету. На то есть свои веские причины. Я сегодня говорю от своего лица, как это делал всегда. И буду продолжать вот это дело, как и раньше. Вот такое у меня решение. Я как-то месяца три назад выставлял сообщение в Фейсбуке, я написал то же самое. И сейчас повторюсь вот так. Я никуда не вхожу, ни в какие организации, ни в какие движения. Вот, у меня сейчас все независимо от всего. Tyrannization. Дейла, саваш. Ассистент ха хон. Цунаши сабаханду. Так. Сейг алучки прас. Ала или жопадели хахатен. Анзор, смотри, чтобы номера машин не попадали в кадр. Ну да, ну давайте я так скажу. Ладно уж, что тут скрывать. Тут закаевцы бегали, снимали мой автомобиль, где я там кофе пью. И выставили это в интернете. Вот. То есть стукачество, как они вот любят вешать ярлыки на других. Стукачество. И потом думай, кто враг на самом деле. Насчет паспортов я уже сказал. Это не паспорта, это сувениры. На задней странице даже написано, что он недействителен для передвижения. Так, хорошо. Я сейчас ухожу, должен ехать. Ла рейс хурмасана шугам цагосун шун сого все равно хазхит ашияз вашхельчи Алла эту болмасыра верлуш Аллах алаш дольшу иншаллах шадик дикахерду сатуискоя дикнакаду иншаллах. Да, Оля, Анзор, нам нечего бояться, ты же знаешь, что на всем воля, конечно, на все воля Всевышнего, и мы готовы ко всему, и уверены, что все будет, иншаллах, хорошо. Всем вам спасибо, на этом я заканчиваю эфир, ну, скоро встретимся, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всего доброго, Василий Долгих и всем остальным.